Продолжаем разговор о поправках в выборное законодательство и о том, каким должен быть современный парламент. Способны ли предполагаемые изменения сделать его сильнее, профессиональнее, ближе к обществу? Об этом будем говорить с народным художником Абхазии Нугзаром Логуа и народным артистом Абхазии Надаром Чанба. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. В общем, о поправках, которые сейчас бурно в обществе обсуждаются, и о поправках, которые предложил президент, наверняка вы уже слышали. Как вы вообще в целом относитесь к этим обсуждениям, вообще, к изменению выборного законодательства? Насколько оно сейчас необходимо, на ваш взгляд? С кого начнем? Нугзар Чикович, Надар Викторович, как хотите. Как хотите. Ты старший, давай. Ну, давайте начну. Надар Викторович. То, что подняли эту тему, немножко поздновато, мне кажется. Что-то всегда есть какое-то время. А с другой стороны, вот сама постановка вопроса, насколько одна категория депутатов должны знать, другая должна знать меньше и так далее. Вот, Абхазский язык. Абхазский язык, да. Вообще, с моей точки зрения, абсурден. Потому что мы обсуждаем вопрос Конституции. Мы вносим поправки в Конституцию. Конституция нам не дает вообще права обсуждать такое, поднимать такой вопрос, потому что по Конституции каждый гражданин Абхазии, имеющий паспорт, это во всех странах, не только в Абхазии, а прежде чем получить паспорт, человек должен сдать минимум знания государственного языка. То есть вот этот мост, по которому должен пройти гражданин Абхазии, он не начинается, когда вопрос касается парламентских выборов. Он должен быть раньше гораздо стоять. Сама постановка другая, что, значит, градация. Абхазы должны знать на одном уровне, другие должны знать на другом уровне, да? Это вообще, с моей точки зрения, совершенно абсурдно. То есть если мы сравним правила уличного движения, сделаем для абхазов одними, для других другими. Во-первых, это ущемление коренного населения. Почему абхазы должны быть ущемлены в смысле знания языка? Почему у них одни требования, а у других другие требования, когда вопрос касается одного и того же организма, как парламент? Это, конечно, Абхазия не живет, по моему мнению, к счастью, может быть. Сейчас общественное слушание, и в парламенте будут это обсуждать. Но с точки зрения снятия, может быть, некой социальной напряженности, потому что часть общества это может быть воспринято, если требования для всех одинаковыми сделать, что в парламенте пытаются отсечь другие национальности. Тоже это стремление превалировать, что ли, над другими национальностями. Может быть, с этой точки зрения, если посмотреть на эти инициативы, правило, закон, речь же идет о законе. Как может быть закон приниматься в государстве по национальному признаку? У меня нет таких опыта. Я не знаю, в какой другой стране принимается закон, опираясь на национальные. Вообще разделение на национальности в государстве неправильно, вы считаете? Нет, и сложно с вами поспорить. Нугзар Чикович, а вы как считаете? Абсолютно я согласен с Надаром Викторовичем. Более того, я хочу сказать, что еще в 2007 году я тоже входил в комиссию по языку. Тогда было принято решение и на законодательном уровне до 2015 года, чтобы полноценно мы прошли бы все эти этапы, о которых говорят сегодня и в полемиках. То есть я имею в виду для абхазов давайте так более строго, а для всех остальных давайте еще каникулы. Все эти каникулы мы уже проходили. Дело в том, что какие бы законы мы ни принимали, они не исполняются.
И Надар Викторович совершенно правильно сказал, что мы вообще не задумываемся о том, что мы вообще нарушаем основную конституцию Республики Абхазия. Государственным языком Республики Абхазия является абхазский язык. Этим все сказано. Но мы все вместе взятые, даже мы, Абхазии, показываем большой пример, что мы постоянно нарушаем этот закон. Почему мы об этом не должны говорить? Я говорю еще раз, мы прошли все эти этапы давным-давно. Все время откладываем, все время находим причины. Давайте не сейчас, а в 27 году, может быть, в 30-м году, в 35-м году. Ничего не меняется. Если не хуже, то лучше не стало. Ведь посмотрите на ситуацию, как развивается абхазский язык и насколько она востребована сегодня в нашем государстве. Это не первичный вопрос для нас вообще. Вот. О чем мы говорим вообще? О чем мы Достаточно ли мы спорим? условий создали для того, чтобы абхазский язык знали все? Вот. Да. Мы хотим, требуем, да, да, это же естественное наше желание всех. Никто не скажет, что Да. ни один даже представитель других этносов в Абхазии, да, это Абсолютно. нужно. Но созданы ли все условия в стране, чтобы все могли выучить Да, абхазский кто язык? должен эти условия Все имели создавать? возможность, и все должны были выучить, потому что надо было требовать и контролировать ситуацию со стороны государства. Вот в чем проблема. Мы принимаем законы, мы не исполняем законы. Это говорит об этом четко. Мы здесь не собираемся ущемлять ничьи права. Абхазии более чем толерантные всегда. Но эта толерантность оборачивается нам бумерангом, оказывается. Потому что я, как преподаватель в университете, каждый год, принимая молодых людей, мы собеседования, когда проводим, мы проверяем и знание абхазского языка в том числе. И это катастрофа просто. Понимаете? Вот в чем вопрос. Если мы вообще хотим отказаться от родного языка, тогда давайте договоримся и скажем, что, дорогие друзья, не надо абхазский язык вводить как государственный язык в Республику Абхазия. Давайте, вот русский язык есть, и довольно-таки все хорошо знают. Давайте перейдем на это. О чем мы голову должны морочить? Уже наши внуки не говорят на родном языке. Они даже не думают о том, это нужно или не нужно. Все абхазские школы, все детские сады. Посмотрите еще раз, что происходит там. Детский сад Алашара, если возьмем, я приблизительно могу ошибиться, но я вам скажу, из 30 человек в группе, выпускающих, да, из детского сада, говорят 2-3 человека или на своем родном языке. О чем это говорит? Кто придет, вот такой ребенок приходит в 1 класс, а что преподаватели должны делать с этим ребенком? Это тоже же вопрос. Мы часто слышим, давайте разделим на знающих и не знающих родной язык. А как отдельно создать эту систему образования? Это же целая система. Потом, документооборот. Почему мы не можем на 2 языках делать? Скажите, кто нам мешает? Сделаем, давайте, на 2 языках. Как написано Да? в Конституции. Да, Нет, вот, документооборот, так мне и- кажется, это легче сделать. Но когда ситуация внизу у нас вот такая, как вы описываете сейчас, в детском саду, в школах, мы систему образования еще не перестроили полностью на Да. абхазский язык. У нас нет учебников на абхазском Да. языке. Высшее образование полностью на абхазском тоже мы не можем получить. Но мы сейчас требуем от кандидатов в депутаты. Я не сторонник того или иного решения. Мне интересно ваше мнение. Насколько это правильно, когда мы вот там сверху требуем? Это может быть с точки зрения повышения авторитета абхазского языка. Действительно так нужно сделать? Я вообще не понимаю, честно говоря, почему этот вопрос вот сейчас возник. Совершенно. За несколько месяцев до выборов. Зачем он сейчас вот поднят этот вопрос, когда мы не готовы к этому? Во-первых, я, если не ошибаюсь, по-моему, при Владиславе Григорьевиче еще было принят закон, чтобы в 2016 году, может, я немножко по датам ошибаюсь, но уже перешли. Да? В То есть 22 году давно должны окончательно были приняли, уже да. наши граждане владеть, понимаете, хотя бы на коммуникативном уровне.
Ну, мы ничего не сделали. Вы говорите, у нас учебников нет. А кто будет делать? Учебники ведь не народ делает. Это есть институты, академии, университеты. Они должны выполнять свои функции. А для того, чтобы вот такие современные учебники, которые не просто составлены по каким-то критериям несовременным, да, а со знанием, как вообще язык. Ведь сегодня просто идет навязывание. Так нельзя. Понимаете, вот люди, которые занимаются языком, они, да, абхазский язык, да, сегодня специалист по абхазскому языку не может принести пользу в этой области, разработать эффективный план развития абхазского языка, зная только абхазский или русский язык. Надо знать несколько языков, надо знать опыт других народов, которые даже возрождают мертвые языки, как они это делают, как им это удается. А у нас идет все время по пути деградации, понимаете, а другие, наоборот, возрождают. Может быть, нам стоит поучиться? То есть новая государственная программа Что касается вот, предложения президента к парламенту, да, он тут же и говорит, что опять для неабхазоязычных, для остальных там какие-то каникулы и так далее. Да, это заставляет говорить обстоятельства. Компромиссное, может быть, это решение. Это компромиссный вариант со стороны президента. Он исполнительную власть возглавляет и по-другому не может поступить. Потому что законодательно, да, у нас есть все права, уже по полной программе, как говорится, требует знания языка любому, там, будь он кандидат в депутаты парламента или кандидат, так скажем, в министра или в чиновника любого ранга. У нас в селах, даже в районах, перестали говорить на своем родном языке, знаете. Отчеты готовят не на родном языке. Поэтому документооборот я не просто так говорю, и мы должны на это переходить, а тем более сейчас идет цифровая подготовка документооборота и всего остального, и мы должны к этому тем более вдвойне, втройне готовиться. И еще специалистов готовят в этом плане, потому что методы поменялись, методика меняется. Это везде, это в основном в образовательной системе это мы чувствуем на себя. А вот эти предложения, они не должны быть такими трагическими. Это надо исходить из реальной ситуации тоже. Но мы должны иметь в виду, допустим, если мы сейчас договоримся, что мы будем действовать впред по Конституции, мы должны усилить в этом направлении работу, и контрольные органы здесь должны быть обязательно. Ну, те экзамены, которые они предлагают, или там, скажем, когда президента мы избираем, присягу принимать на родном языке, это нормально же, нормально. А почему не должен депутат пройти этот же институт, это же основной законодательный орган? Это вполне можно реализовывать. Такие это тоже будут служить к тем серьезным шагам для будущего, которые потом полноценно войдет уже в систему. Депутаты и министры. Да. И министры должны. И вся исполнительная власть. Да. Но, кстати, вот присягу вспомнили. Такая инициатива тоже направлена президентом, парламенту, чтобы была введена депутатская присяга. Как вам кажется, будет ли это формальностью? Нужна ли присяга? Что должно быть в ее тексте? Может, как раз вот научное сообщество людей из сферы культуры? Нет, я же категорически не против этого. Я против градации. Понимаете, если идет речь об одном и том же месте, по национальному признаку нельзя делать. Да. Народ. Это Народ. точно. Только народ. Ни в коем случае. Пусть это будет самый базовый, самый низший уровень, вот, но это должно быть для всех одинаково. Всё вот правильно. о чем идет речь. Все правильно. Ваша мысль абсолютно понятна. А вот что касается присяги, тоже что-то новое сейчас стали обсуждать, насколько оно нужно, своевременно, и будет ли это эффективно? Знаете, это я еще раз говорю, это очень тоже необходимо, потому что мы еще один шаг делаем в этом направлении в пользу родного языка.
Это, тем более, если это исходит от президента, почему бы не принять такое решение? Я так считаю, потому что это практически будет работать уже шаг за шагом. Мы же в одночасье не можем все поменять, эту систему языка и так далее. Я же говорил, все законы есть у нас на руках. Остались только вот на исполнительном уровне их принимать. И этот шаг, который делает президент сейчас, это тоже очень важный момент. Здесь не надо упускать и это тоже. Хотя в целом, если рассматривать, это тоже странным кажется, когда у нас есть основной закон о государственном языке. Но мы вынуждены же, и президент, и все остальные идем на такие шаги тоже. Но здесь Надар Викторович правильно сказал, только не надо здесь градацию создавать на национальном уровне. Опять же и здесь. Здесь все для всех должен быть закон один. И тогда все будет правильно. Понимаете, вот мы этнические Абхазии тоже же не владеем своим родным языком, как положено на государственном уровне. Вот проблема в чем? И при чем тут другие национальности? Да, вот в этом-то и вопрос. Нугзар Сичукович, вот про присягу, если продолжить разговор, я слышала мнение о том, что присяга это чисто формальностью будет. Легче абхаза повести каныха, да, вот в какое-то священное место. Ладно, вот там, может быть, еще какой-то эффект будет. Ну, слушайте, мы живем в современном мире. Это если это вот в шутливой форме так ответил, что это настолько формально будет, что это неэффективно. Как я вам кажется, думаю. присяга будет эффективной? Дело в том, что наша земля, она священна везде. Это не только отдельные места, понимаете? Если мы сегодня создали государство, вот эта государственная власть, она уже должна быть священной. Если человек идет руководить людьми, что может быть священнее? Для этого не надо идти в особые места и молиться, понимаете? Поэтому присяга, это нормальное явление, и министры должны присягать, и это неформально. Это Формально вообще ничего не надо делать. Да, безусловно, конечно. Ну, когда эта клятва не носит обязательный характер или нет, вот, например, мы обсуждали с Тамазом Гоги о том, что, может быть, в этой присяге должны быть какая-то ответная реакция за неисполнение обязанностей депутата, безусловно. возможности для отзыва, к примеру. Может, тогда это будет рабочим А кому он инструментом? присягнуть должен? Народу своему, правильно? Там все должно быть прописано и по закону принято. Если человек на самом деле не владеет своим родным языком, ему будет тяжело все-таки. Это тоже, понимаете, моральная сторона, которая будет стимулировать знание абхазского языка в будущем. Это для будущего все делается, а не для одночасья, только на этот, допустим, предстоящие выборы. Я так думаю. Но еще с точки зрения вообще морального облика парламента, и есть еще интересные поправки по требованиям к кандидатам в депутаты. Если у депутата есть, кандидата есть погашенная судимость, то должен пройти определенный срок после погашения этой судимости. Как вы считаете? Некоторые говорят о том, что должна быть вообще градация за тяжкие, особо тяжкие преступления. Вообще нельзя давать возможность баллотироваться. Другие говорят о том, что... Тяжкие, это имеется в виду преступник, да? Преступник. Ну как может преступник вообще идти в депутаты? Но с точки зрения правового государства он же будет? отсидел, допустим, срок. Ну, да? что? Система, она как бы в идеале подразумевает, что человек исправился. Никто не отменял, как человек, который, совершивший преступление, потом будет работать в законодательном органе. Знаете, как я думаю, вот тема для дискуссии. Есть вот, преступники разной категории. Если политически осужденный человек и несправедливо осужденный человек, тогда его надо реабилитировать, дать ему возможность полноценно участвовать, работать в обществе. А если рецидивист, который по уголовной статье проходит, и мы по истечению срока будем реабилитировать его, условно говоря, дать ему возможность стать депутатом или президентом, это нонсенс, конечно. Вот здесь мы не должны путаться. И люди пока не понимают, о чем вообще речь идет. Тут градация какая должна быть.
А иначе вообще все перемешается. О каком правовом государстве речь идет, если мы из преступника хотим делать там законодателя или там министра, или там Преступник это президента? клеймо, а человек осужденный, который отбыл наказание. Ну, Ну, если как он- бы система, она же подразумевает исправление человека, да? Для чего этот срок наказания? Для того, Да, чтобы ты ну, искупил вину да, как-то. Да, но все равно я Ну, уже это про сказал, идеальное. какие градации могут быть. И тут, конечно, правовые органы, они должны четко следить за этим. Безусловно, Ну, если когда, человек убит, если мы будем надеяться на свое государство, что здесь не нарушаются ни на любом уровне права человека, тогда, конечно, мы будем уверенно принимать и такие законы тоже. Ну, вот эти вопросы, которые мы с вами обсуждаем, конечно, как бы это пена вот этого вопроса языка. На самом деле проблема, почему сегодня вообще стоит этот вопрос, почему наше население, граждане Абхазии, не владеют конституционным языком. Все равно к теме языка вы все связываете с темой языка, Надар Викторович, правильно? Конечно, безусловно, потому что у нас нет этой системы, я имею в виду грамматика, вообще учебные пособия, вообще системы образования, да, в области языка национального, она совершенно разрознена. Нету единой политики языковой, понимаете? Мы все время говорим, мы уже вот старшее поколение, мы уже постарели. И я вопрос вообще, может быть, я вообще хотел спокойнее говорить, но этот вопрос я уже в 70 лет не могу спокойно обсуждать, потому что с советских времен я слышу и вижу, помню, как программа развития абхазского языка публиковали в Советской Абхазии, ПСНОП и так далее. И до сегодняшнего дня мы постарели, один и тот же вопрос стоит, а наш язык уходит. Потому что вот эти декларации, обсуждения, конференции, они ничего не дадут, пока за этот вопрос не возьмутся специалисты, знающие, как реабилитировать этот вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот, потому что у каждой болезни есть специалист. Вы можете собрать 1000 специалистов в других областей, да, врачей, но они не смогут вылечить эту болезнь, потому что это узкоспециальное, но в то же время, значит, этот вопрос языка должен объединять не только писателей, лингвистов, обязательно музыкантов, потому что мы связаны с языком. Именно поэтому вы здесь в студии, мы вас пригласили, Да, чтобы ваше спасибо. мнение Вот услышать. Что я вам хочу сказать? Я много литературы читаю на абхазском языке, и вот за мое время уже поменяли правила, правописания, да, книги. Вот в одной и той же книге, значит, написано так, одно слово, на другой странице по-другому написано. То есть полный разлад в этом вопросе идет, понимаете? Придуманные правила грамматики. То же самое мы сегодня обсуждали с общественным деятелем Бесланом Кубахи, вот про разницу восприятия, про изменения, которые вносят в грамматику абхазского языка. Он тоже вот эту проблему подчеркивал. Но мне кажется, здесь вообще проблема намного шире. Когда мы говорим о парламенте, почему упор и на абхазский язык делается, с точки зрения вообще морального облика, насколько институт сам законодательно он силен и отвечает интересам государства и защиты суверенитета. Вот поэтому, мне кажется, и про язык мы говорим, и про требования к кандидатам в депутаты. Правильно. И еще один очень интересный момент, который обсуждали на круглом столе, организованном партией «Единая Абхазия». Там говорили о возможности совмещения депутатского мандата с профессиональной деятельностью. Как вообще это возможно? Как вы на это смотрите? У нас немного времени эфирного остается, но хочется ваше мнение по этой теме тоже услышать. В Абхазии вообще очень много экспериментов. Человечество, по-моему, может большие выгоды. Вообще, как мы сохранились как народ. Как вы вообще сохранили наш язык, при том, что он... В этом, может, и секрет. Да, Эксперименты позволяют нам... большой секрет, конечно. И вот очередной эксперимент, наверное, хотят.
Ну, сделать. знаете, мы о языке начинаем говорить в момент предвыборной ситуации. Это очень плохая черта. С языком надо работать постоянно, и этим должны, как Надар Викторович сказал, заниматься специалисты в этом направлении на государственном уровне. И если бы мы методично шли бы по этому пути, мы бы сегодня эту проблему давным-давно сняли бы. Но мы пошуметь любим на фоне политических каких-то грядущих событий, допустим, выборы в парламент или президента. Все вспоминают о языке, в каком положении наш язык находится. Где мы до этого были? Чем мы вообще занимаемся? Мы что хотим из этого языка делать? Вот в чем вопрос. Мы должны это обсуждать и на научном уровне тоже. Все центры И научные должны не этим в заниматься. преддверии выборов, не за несколько месяцев, вообще на протяжении всего времени эти дискуссии. Самое главное, чтобы результаты были от этих Я дискуссий, хочу конкретные шаги. все-таки вернуться вот к Надар моей Викторович, у мысли. нас, к сожалению, эфирное время заканчивается. Да. Обязательно к этому разговору отдельно вернемся. Благодарю вас, что были здесь с нами в студии. Спасибо вам. Спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях были народный артист Абхазии Надар Чанба и народный художник Абхазии Нугзар Логова. Мы говорили о поправках в выборное законодательство.